Здравствуйте. Интервью на БСТ. 15 тысяч одиннадцатиклассников и более 50 тысяч девятиклассников готовятся выбрать свой дальнейший путь. Приемная кампания 2024 года готовит новый порядок поступления. О нововведениях Уфимского университета науки и технологий нам расскажет ректор Вадим Захаров. Вадим Петрович, здравствуйте. Вместе с абитуриентами волнительная пора наступает и для вас. Вы вступаете в борьбу за абитуриентов. Скажите, пожалуйста, насколько эта борьба для молодого университета легка? И как вы считаете, сколько абитуриентов в этом году выберут именно ваш вуз? На самом деле, несмотря на то, что у нас университет сформирован юридически не так давно, но на славной традиции, это больше 200 лет, это ведущие вузы Республики Башкортостан, поэтому мы четко понимаем, какой абитуриент приходит к нам за получением знания, и у нас задача, чтобы расширять возможности для того, чтобы к нам приходили поступать все новые и новые абитуриенты по новым направлениям, и чтобы образ выпускника университета, он все более и более расширялся. Я думаю, что нововведений действительно очень много, и которые вас объединяют с другими вузами. Но что готовит именно УНИТ? Какие-то ключевые моменты, можете о них рассказать? На самом деле приемные кампании поступления в вузы, они одинаковые во всех учебных заведениях, потому что мы работаем по федеральным образовательным стандартам, и каждый вуз руководствуется этими. Это ключевые даты по приему документов, ключевые даты по зачислению. И во всех высших учебных заведениях Российской Федерации все эти процессы синхронизированы и идут одновременно. Что касается нашего университета, то мы в этом году выходим на приемную кампанию с количеством бюджетных мест, которое превышает 5600 бюджетных мест на все уровни подготовки. Это практически на 6% больше, чем в прошлом году. Общий план приема в наш университет на все формы обучения у нас 14 тысяч. Мы планируем зачислить в этом году на разные формы обучения порядка 14 тысяч абитуриентов. Поэтому новшество – это увеличение количества бюджетных мест и подготовка по всем уровнем получения знаний, в том числе и по среднепрофессиональному образованию и все уровни высшего образования. Будут ли какие-то дополнительные экзамены на некоторые специальности, может быть? На самом деле сегодня основной прием идет это по результатам единого государственного экзамена. Внутренние экзамены в университете проводятся так же, как и в прошлом году. Это для тех абитуриентов, которые поступают в университет после окончания среднепрофессионального образования. И без экзаменов поступают победители заключительных этапов олимпиад, которые входят в перечень, утвержденный Министерством науки и высшего образования. Вадим Петрович, что касается льгот, квот для детей участников СВО или, может быть, даже для ветеранов СВО, по какой программе они поступают? Здесь так же, как и в прошлом году, введена отдельная квота для категории детей, участников специальной военной операции. Они также зачисляются в университет либо по результатам единого государственного экзамена, либо по результатам внутренних конкурсов. Это отдельная квота с отдельным конкурсом. Многих очень волнует вопрос по поводу целевого поступления. Казалось бы, практика давняя, то есть многие знают, что это такое, но в этом году новая система фиксирования поступающих по целевому направлению. Да, целевое обучение – это, собственно говоря, принципы, заложенные достаточно давно. Это поступление в университет, в высшее учебное заведение с заключением контракта с предприятием. После окончания обучения абитуриент, студент, выпускник уже должен отработать на этом предприятии определенное количество времени. У нас в университете достаточно много целевых бюджетных мест. В этом году мы по целевому набору, по заказу предприятий зачисляем свыше 400 абитуриентов на бюджетные места. Основное нововведение – это то, что сегодня для зачисления на целевое обучение необходимо подписать соглашение с работодателем
в цифровой системе работы в России. Разворачивается цифровая система, и так же, как и сегодня, абитуриент может подать документы для поступления в университет через систему госуслуги, то же самое, по сути дела, аналог цифровой платформы для того, чтобы заключить соглашение на целевое обучение. В мае будет уже четко понятно механизмы запуска этой платформы. Сейчас готовятся соответствующие нормативные документы. Ну, понятно, что это такое антикоррупционное решение. Во-первых, по этому поводу. Второе, это действительно тот момент, когда очень часто, допустим, любые программы, они тоже иногда дают сбой, что закончив, допустим, получив образование, ребята не все идут отрабатывать те самые годы, которые должны. Это тоже вот этот момент, наверное, учитывается, но родителей, абитуриентов волнует такой вопрос. Как работодатели будут выбирать? Сегодня принципы запуска вот этой цифровой платформы подписания соглашения о целевом обучении с работодателем – это расширение возможностей для абитуриентов, потому что это федеральная платформа, и любой заинтересант, в данном случае абитуриент, заходит на эту платформу и видит по заказу какого предприятия, в каком университете страны, всей страны, по какому направлению подготовки есть целевое место. И, по сути дела, независимо от того, где Еще проживает... Плюс расширение горизонта. Конечно, то есть это как раз-таки для того, чтобы сделать прозрачной и равнодоступной вот эту систему целевой подготовки. Поэтому здесь, конечно же, очень много плюсов для того, чтобы качественно выбрать свое будущее рабочее место. Надо сказать, отдать должное, что отказов от дальнейшей работы по целевому обучению их ничтожно мало. Потому что 3 года после окончания вуза, даже поступая в университет, молодой человек уже понимает, где он будет работать, а университет создает условия, чтобы уже с первого курса молодой человек начал взаимодействовать с своим будущим работодателем и корректировал свою образовательную траекторию в вузе. Мне кажется, и система работы и у вас облегчится. Вы уже будете знать, что у вас есть конкретный работодатель для определенного студента. Конечно, это платформа, и здесь опять-таки очень мы надеемся, что будет проходить качественная образовательная миграция. К нам будут приезжать ребята из других регионов. Ну, например, наш ключевой работодатель, для которого постоянно мы ведем целевую подготовку, это ОМПО. Двигатели в России для боевой авиации делают только в Уфе. И очень много детей, я думаю, будут рады поступить к нам в университет и в дальнейшем работать на этом флагманском предприятии. Такая возможность есть, тем более сегодня запустился уже межвузовский кампус, и очень качественная инфраструктура для получения образования в республике есть. Вадим Петрович, СПО тоже один очень важный момент для нашего государства. Вот скажите, пожалуйста, как будут поступать ребята в УНИТ, те, кто приходит к вам после СУЗа? Здесь среднее профессиональное образование у нашего университете развернуто практически во всех филиалах. И в Уфе, только в Уфе у нас обучается более 3000 студентов по профилю среднее профессиональное образование. Там традиционный прием по результатам среднего балла аттестата. Вот. Поэтому у нас непрерывно увеличивается количество и направлений подготовки, и лицензирования новых направлений. И мы сейчас делаем уклон опять-таки на то, чтобы это было практикоориентированное обучение, чтобы уже на старших курсах дети, которые получают среднее профессиональное образование, подавляющее большинство времени в процессе обучения находились уже на рабочем месте. И дальше они продолжают получать высшее образование тоже у вас? У нас задача такая тоже, в том числе, чтобы продолжить образование после СПО уже на высшем образовании, ступенях высшего образования. Если соответствует направлению подготовки, то это идет обучение по ускоренному механизму. И мы констатируем, что студенты, которые поступают на получение высшего образования после СПО, это уже мотивированные,
четко понимающие свою будущую профессию, молодые люди, конечно же, очень качественный контингент. Кроме того, по СПО мы готовим, конечно же, и по востребованным на рынке специальностям. Обучение короче будет уже? Ускоренное обучение, если направление подготовки по СПО и высшему образованию совпадает, идет перезачет предметов, сданных на соответствующем уровне, и идет ускоренное обучение. Вадим Петрович, несмотря на то, что количество бюджетных мест растет, все равно есть те, кто будет вынужден приходить учиться на коммерческой основе. Самое популярное направление в прошлом году какое было? Смотрите, у нас коммерческий прием тоже... Потому что сколько будет стоить учиться именно на этой специальности? Коммерческий прием у нас по этому году, плановый коммерческий прием по всему университету, это порядка 9 тысяч мест на все уровни подготовки. Конкурс определяется тем, где, по какому направлению мало бюджетных мест. Поэтому сегодня в условиях задач по технологическому суверенитету, конечно, в высших учебных заведениях больше бюджетных мест по инженерным, естественно, научным специальностям. Поэтому в основном коммерческий прием идет по гуманитарным направлениям, социогуманитарным, но самое у нас востребованное направление подготовки, среди них юриспруденция, востоковедение, журналистика. Поэтому, собственно говоря, вот там в основном средняя стоимость платное обучение, год обучения у нас порядка 120 тысяч рублей в год. 120 тысяч рублей. Сервис «Поступай онлайн» тоже очень удобный, через МФЦ, госуслуги. Как вы рекомендуете подавать документы? Как удобно абитуриентам. Год от года количество заявлений, которые подаются через госуслуги, через информационную систему, увеличивается. Например, по прошлому году порядка 60% заявлений абитуриенты подавали с использованием информационных сервисов. В университет можно прийти физически и глазами посмотреть, пообщаться со специалистами, и дадут уже разъяснение, как будет происходить обучение. Можно ознакомиться с рабочей программой и понять, какие предметы будут преподавать по тому или иному направлению подготовки. Поэтому, в принципе, наверное, сегодня более эффективно и оперативно подавать через соответствующие информационные системы. В этом году добавляется еще и подача документов через МФЦ. Вадим Петрович, вопросов действительно очень много и у родителей и абитуриентов. Но вот в заключение еще один вопрос. Как получить дополнительные баллы, чтобы поступить в УНИТ? Это дополнительные баллы. До 10 баллов можно получить к средним баллам ЕГЭ, с предметами, которые приходят поступать. До 10 баллов в вузы – это баллы за дополнительные показатели. Это, например, значок ГТО, это участие в олимпиадах, которые проводит университет, и весь перечень мероприятий, за которые даются дополнительные баллы, можно изучить на сайте приемной кампании. Поэтому здесь очень важно накапливать портфолио, и практически все активности у школьников, они дают дополнительные баллы для поступления. До 10 баллов можно получить дополнительно при поступлении в любой вуз, в том числе и к нам. Спасибо огромное, дорогие друзья. Напомню, что о приемной кампании 2024 года мы говорили с ректором УНИТ Вадимом Захаровым. Ну а мы эту тему продолжаем обсуждать в эфирах телеканала БСТ, потому что мы также голосуем за то, чтобы наши студенты выбирали лучшие вузы страны. Оставайтесь на БСТ. До встречи.